В эфире «Актуальное интервью», в студии Александр Хавренко. Завтра в столице начнется 6-й Якутский международный кинофестиваль. В основной конкурсной программе за главный приз «Золотые снежные очки» будут бороться 8 художественных фильмов, хотя заявок поступило более 9 сотен. О том, как проходил отбор картин для участия в конкурсе и что для кинематографистов значит участие в кинофестивалях, мы сегодня поговорим с Алексеем Медведевым, кинокритиком, программным директором 6-го Якутского международного кинофестиваля. Алексей, рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Вы часто гость на различных фестивалях. В чем, на ваш взгляд, особенность нашего якутского? Ну, я не только гость, я отчасти и хозяин, да, то есть потому что я на многих российских и не российских кинофестивалях исполняю функции куратора, программного директора и отбираю фильмы, как бы определяю ту программу, которая будет смотреть публика. Что касается Якутска, то это уже 3-й якутский кинофестиваль, на котором я сотрудничаю. И когда мне предложили вот это сотрудничество, я, собственно говоря, долго не сомневался, потому что сразу понял, что имею дело с очень ответственной и энергичной и такой честной по-хорошему командой, умеющей работать. И это, в общем, большая редкость для наших условий, и поэтому мне очень приятно работать и там с Ириной Энгелис, исполнительным директором, и со всей командой кинофестиваля. А для чего вообще нужны кинофестивали? Что они дают кинопроизводителям? Ну, тут можно вдаваться в долгие дискуссии на тему того, для чего нужно вообще искусство, киноискусство, недостаточно ли просто коммерческого кинематографа, когда люди приходят с попкорном и просто там отвлекаются на 1,5-2 часа своей жизни. Но есть такая метафора, которая позволяет это объяснить. Вот смотрите, в мире одежды, моды, да, существует прет-а-порте, то есть готовое платье, сшитое по готовым лекалам. Представьте себе, что это голливудские фильмы, где каждый сценарий расписан по секунде, уже известно, когда должна быть кульминация, каким должен быть герой, злодей, все предсказуемо. Это по-прежнему нас развлекает, но тем не менее любой прошаренный зритель знает, чего ожидать от голливудского фильма. И пространство свободы, непредсказуемости — это высокая мода. То есть авторское кино — это высокая мода в искусстве, это фантазии творческих людей, которые иногда заводят человека в тупик, но иногда открывают новые пути для всего искусства, в том числе и коммерческого. Открывают новые приемы, новые способы вовлечь зрителя, новые виды кинематографа. Поэтому авторское кино — это, конечно, занятие гораздо более рискованное, но и гораздо более увлекательное. На фестиваль поступило более 9 сотен заявок с фильмами. Вы же отобрали всего 8. По какому критерию проходил этот отбор? Ну, я отбирал не только из тех заявок, которые поступают там на платформы, международные платформы, где идет прием заявок. Я еще и регулярно езжу по крупнейшим кинофестивалям, смотрю в основном, выискиваю в каких-то параллельных программах там маленькие жемчужины, которые могут пригодиться на тех фестивалях, куда я приглашаю фильмы. Это и Берлин, и Канны, и Карловы Вары, и целый ряд других международных смотров, где можно найти то кино, которое окажется близким, в том числе и для российского, и для якутского зрителя. Критерии есть формальные, потому что если мы возьмем Якутск, то понятно, что нам будут интересны там фильмы из жизни северных народов. Поэтому, предположим, у нас там в программе есть исландская картина, с которой мы начнем нашу конкурсную программу и весь фестиваль завтра. Это замечательный фильм «Белый-белый день» Хлинура Палмасона. Есть кинематограф тюркских народов, есть казахская картина «Бой Атбая», ведущего авторского режиссера казахского кино Адильхана Ержанова. Есть корейский кинематограф. Вообще какая-то связь между Якутией и Кореей, она намечается. И я знаю, что корейский кинематограф здесь очень сильно популярен, поэтому мы пригласили в конкурс картину Ли Вон Тхэ «Гангстер, полицейский дьявол». Это очень интересный гибрид жанрового и авторского кино. Но помимо этих формальных признаков, есть и дух
того послания, которое мы формируем своими программами. Это дух, это судьба нации, национальной культуры в глобальном мире, когда мы, с одной стороны, становимся гражданами Вселенной, с другой стороны, не хотим забывать свои корни и от них отрываться. Вот это вот противоречие между маленьким миром семьи, культурных, религиозных традиций, в котором мы живем, и большим миром, где как бы нет никаких преград, и нам доступно все, и путешествия, и общение с человеком в любой точке земного шара. Вот это плодотворное противоречие мы стараемся исследовать и подбираем фильмы, которые говорят нам о современности, о ее противоречиях и о тех способах, которыми эти противоречия можно преодолеть. А кто сейчас является законодателем моды в мире кино? Вот после того, как главный Оскар получил корейский фильм «Паразиты», можно ли сказать, что очередная корейская волна накрыла кинематограф? Вы знаете, не только корейский, но и вообще азиатский кинематограф, конечно, привлекает внимание кинофестивалей очень и очень давно. Это не вчера началось, примерно с нулевых годов, я думаю, ну если, может быть, даже раньше. Корейское кино появилось в центре внимания. Это прежде всего такие замечательные режиссеры, как Ли Чан Дон, классик корейского кино, По Джун Хо, Ким Ки Дук, которого у нас в России лучше знают. Параллельно с этим, да, там «Золотая пальмовая ветвь», напомню, доставалась и режиссеру из Таиланда Апичатпонгу Вираситакуну вот, за его фильм «Дядюшка Бунми» и его прошлой жизни. По-прежнему очень интересные фильмы снимаются в Китае, в Гонконге, на Тайване. То есть азиатское кино, у него вообще другая модель, там нет такой государственной поддержки, как в Европе. И это такой интересный экзотический цветок, который, так сказать, с одной стороны далек от нас, и его аромат кажется изысканным и экзотическим, а с другой стороны, когда мы в их жизни обнаруживаем то, что похоже на нашу жизнь, мы особенно остро на это реагируем. То есть это кино, конечно, не только для фестивалей, но и для зрителя. И волна азиатского кинематографа, она не стихает и будет еще долго продолжаться, долго нас будет интересовать. Именно поэтому мы на Якутском кинофестивале тоже частенько приглашаем и якутские, и корейские, и китайские картины, и картины из Средней Азии. Это все постоянно в поле нашего внимания. А вот теперь хотелось бы поговорить о якутском кинематографе. Как вы относитесь к якутскому кинематографу? В чем его самобытность, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, там, как ни странно, да, я знаю там своих друзей и коллег, которые являются даже большими экспертами в якутском кинематографе, чем я. Поэтому я, когда пришел на якутский фестиваль, задачей своей видел именно как бы расширение международного контекста. Показать и зрителям, и якутским кинематографистам, как смотрится местная продукция, то, что они делают в контексте, в широком международном контексте авторского и коммерческого кинематографа, который сейчас моден, который сейчас бытует в мире. Но, конечно же, кстати, всего этого не случилось бы, если бы я не увлекся якутским кино изначально и не знал, что здесь существует своя база и свой как бы творческий креативный центр по производству новых не только фильмов, но нового видения, да, в киноиндустрии. Так вышло, что там, моими хорошими знакомыми стали и продюсер Марианна Скрыбыкина, и режиссер Костас Марсан. Для меня все это началось с фильма «Мой убийца», потом я уже стал смотреть там картины Сергея Потапова и познакомился с более авторской версией якутского кино, с фильмами Дмитрия Давыдова «Костер на ветру», «Нет Бога кроме меня», который представлен здесь у нас в конкурсной программе. Наверное, из всех фильмов меня больше всего зацепил такой малобюджетный фильм, который назывался «Ферум» Прокопия Наговицына, если не ошибаюсь, извините, если я неправильно назвал фамилию автора. Вот там было идеальное сочетание как бы жанрового кино, с одной стороны какой-то криминальной разборки, с другой стороны как бы фильма ужасов или мистического триллера, с народными легендами, с фольклором, с какими-то якутскими представлениями о загробном мире. Вот мне кажется, вот в таком, если так можно выразиться, пряном сочетании
кроется большой потенциал, большое будущее у такого кино, которое, с одной стороны, заимствует какие-то жанровые формы, может быть, даже у коммерческого кинематографа, а с другой стороны, содержание вносит в них свое. Вот завтра, наконец-то завтра все у нас начнется. Чего вы ожидаете от фестиваля? Ну, смотрите, в первую очередь я ожидаю того, чтобы он прошел хорошо и прошел как бы без срывов, чтобы публика пришла и оценила те фильмы, которые мы покажем. Тем более, что есть фильмы на любой вкус, начиная от программы «Помним» классического мосфильмовского кино, посвященного победе в Второй мировой войне, и кончая смешными короткометражками, которые мы будем показывать для совсем молодой публики в якутском гик-кафе. Вот. Тут еще такой момент, что последний, пятый фестиваль до этого, до шестого, он состоялся у нас аж, кажется, в 2017 году, то есть у нас была пауза, организационные проблемы, финансовые проблемы. Поэтому сейчас первая задача — это вернуть доверие зрителя, вернуть вот это волшебное ощущение, что ты можешь оставаться у себя дома, не обязательно куда-то ехать там в Европу, в Америку, для того, чтобы ощутить себя в центре культурной жизни. Ты можешь быть здесь, в Якутске, но перед тобой откроются широкие и глобальные перспективы того, куда идет современное кино. Ну что, я надеюсь, что зрители пойдут в кинотеатр, зрители посмотрят. Действительно очень интересная программа. Алексей, большое спасибо, что нашли время прийти к нам, поговорить. Было очень интересно и приятно с вами побеседовать. Вам спасибо, что пригласили. Это было актуальное интервью. Всего доброго.